Вот следы. Вон. Вот глухарь здесь ходил. Вот. Походу отсюда излетел. Тайга хорошая тут. Смешанный лес. Елки, сосны, береза. Вообще идеальный для охоты на ловушек. Как ни странно, ни одной ловушки не вижу. Наверное, уже давно забросили тут. Ни зачесов, ничего. Интересно вообще место так. Надо где-то перейти ручей. Не знаю, куда-то далеко, видимо, улетел. Птица улетела. Тулан не появлялся еще. Где он бродит? И шикарные сосны тут, блин. Не, надо перейти, потому что мы полукругом влево слишком уже пошли. Нам надо вон туда идти. Возле ручья вообще капитальный лес тут. Такой небольшой ручей тут. Впадает потом в основной ручей. Блядь, пойдешь нахуй. Что-то не уверен, блядь. Самое главное упор в таких местах. Ну, тут также гнилое место, надо пройти. Вот. Ничего, пройдем. Вышли на сосновый бор. Справа идет болото. С протяженностью, наверное, километра 4. Тулан не вернулся. Уже далеко пошли. И я не знаю, минут 40 наверное, я его уже не вижу. Но не должно так быть, чтобы так долго я его не видел. Смотрите, какие сосны тут. Вообще идеальная тайга. Последняя надежда. Ну, примерно где-то километр полтора, наверное, такой кружок сделаю. И пойду к охотничьей избе, о котором говорил. Там перекурю и буду возвращаться. Это последняя надежда на этой охоте. Кого-нибудь встретить возле этого болота. И за этим болотом там лесопунтовские старые вырубки. Там косачи каждый год я их встречаю. Каждый год. Без них там, ну, не было такого, чтобы я не видел их. Ой, куда он пропал? Очень много тоже этих сухостоев. Вон как уже поваленных деревьев сколько. Обычно я тут чай всегда пью. Может, здесь чаек тоже попить с хлебом. Хотел сыр взять и забыл. Вообще забыл. Он вроде здесь на пеньке или нет. Вроде тут я всегда. Что-то по-новому вроде как деревья упали.
Или где-то в другом месте. Блядь, не помню уже. Нет, не тут. Не здесь. Это может где-то дальше. О, блин, какие он сухостои, какие красивые. Без сучьев. И они не гнилые, между прочим. Они, блин, как кость, как у нас говорят. Кость тоже крепкий. И вот так же у нас говорят мужики. Дерево как кость крепкий. Блин. Знаете, вот где густая тайга, основной снег на деревьях висит. Идти легче, но там уже вон крупно большое болото начинается. Ой, блядь. Так, тут пока переходить не стану. Еще дальше пойду. Ну, километр полтора, как и говорил. Дальше идти не стоит. За такое количество километров, что мы прошли, одна птица взлетела, даже в глаза не видел, но слышал его. Угу. Да. Рано или поздно все этот лес вырубят. Раньше как-то оставляли возле рек, болот, водоохранка считалась. Сейчас похуй все. Все подчистую вырубают. Даже птица вообще не ходила тут. А вот следы. Вот следы. Это уже по снегу сейчас уже кто-то проходил. По шагу это лось был. Да, это лось. Это лось прошел. Ага. Я там поснимал, шаги большие, там лось. Но тут олени прошли, вон. Это олени, ребят. Ну вот, может, то стадо, которое вот я видел, поснимал. Ну да, примерно вот десяток. Они и бродят. Вон тут топтались. Вон, видите? Это олени. Это не лось. Это 100%. Ну, бездельник, блядь. Предатель, ёптую. Ай, блин. Охрана, телоохранник. Его считаю телохранителем. Ай, блин. Как-то с ним веселее, как-то безопаснее. Ну, вот. Видите как. Ну, следы. Северные олени. Даже в этом году удалось заснять. Ай, блин. В первых сериях где-то рассказывал, что несколько лет я уже их не видел. Но в прошлом году-то я их видел. Я сейчас вот вспомнил. 2 штук. Это в прошлом фильме я рассказывал, как все происходило дело. Там один тоже белой расцветки был, а второй такой коричневый. Ну, самка и самец вроде как. Точно, было дело. Видел их. Сперва их тулан гнал. Потом тулан потерялся, мы с Айдой пошли. Бродили и наткнулись на них. Короче, они, оказывается, лежали. И от нас они выскочили. Ну, примерно вот, если взять вот до опушки леса, примерно расстояние было. Вот такая же чаща, мельком. Один в одну сторону, второй в другую сторону убежал. Короче, коричневый в правую сторону, а белый в левую. Вот. Вот так они
Видать, бродят целыми днями. На бездельник, блядь. Неужели он обратно пошел, блядь? Это с того момента, где вот Айда лаяла там, ну, не знаю, может белку, может куница была, ну непонятно кто там был. Явно кто-то сидел там на дереве, но я не увидел. Там уже его не было, я его уже не видел. Ай. Так, ну тут я вижу, они лежали. Раз, два, три, 4, 5 штук. 6. 6 штук. 7. Здесь, наверное, 8 тоже. 8. Так. Это был 7, там 8. Но примерно так. Если прикинуть, это та десятка. Это та десятка, которую вот я видел. Ну, здесь, наверное, еще тоже, может, лёжка была. Ну да, одна и та же партия. Вот еще, видишь, они здесь, наверное, разведчик какой-то сидел в этой стороне, смотрел. Вон, вот тут. Они тоже не глупые. В основном там, наверное, самки и малолетки вот там лежали в куче, а остальные по углам. Ну да, примерно 10 штук и набирается. Угу. О, нашел это дерево. Вот здесь я обычно чай пью. Но каждый год, раз в год тут прохожу. Вот тут. Да. И сегодня тоже здесь чаек попью. Вон он. Сколько снега уже, блин. Фу. Сыр хотел всякий, забыл. Колбаса там копченая еще была. Все забыл. Да? Да. Все. Много давать не буду. И сам вот такой кусок тоже съем. Не, он не придет. Это, ребят, я считаю, глупость собаки. И верности нету. Если теряешь хозяина, это уже... Ну, понимаю, там, за самкой побежала, хрен с ним. Уважительная причина. Самку учуял.
убежал за самкой. Но чтоб так в тайге бродить и по следу не найти хозяина, это большой минус. И щенячьего возраста, где-то год был, такая же картина была. 3 года, блядь, и все время одно и то же. Неужели не догонит? Нет, нету его. Короче, отдыхаем мы минут 10 и дальше путь. Вчера вечером прошел или же сегодня рано утром глухарь тут проходил. Ну, значит, поблизости где-то он есть. Он где-то рядом. Где именно, вот только в какой стороне, блин, угадать бы еще. Смотрите, кто вернулся, ребят. Тула, лаквалтачи, лаквалы любит что? Нифига он бродил. Мы вышли уже на болото. Больше часа. Где он ходил? Пипец. Я вообще уже, я просто не надеялся, что он вернется. Айда! Тулан вернулся, смотри. Бродяга наш. Чего только я уже не думал про него. Какой он плохой, какой он еще какой-то. А вернулся. У меня губка потерялась. Этот. Со звуком сейчас, наверное, беда будет. А, вон в кармане. Сейчас поставить надо. Короче, вон, смотрите, на улице облачно стало. И этот снег пошел. Такой мелкий, но полностью все небо затянуло облаками. Я перехожу это болото, ну, край где-то полкилометра, наверное, считай, и до туда, примерно вот от конца до конца, наверное, 4 это будет. Вот. Сейчас перейдем и в правую сторону пойдем. Все, дальше уже не стоит идти. Ни одной птицы я не видел, только следы и все. Обманываю. Камера была выключена, я одну куропатку видел, взлетел. И самое главное, не возле болота было, он в лесу. Чай попили, где-то метров 200 прошли, и он взлетел. И все, больше ничего не было пока. Первые следы куницы. Собака в стороне. Вон. В ту сторону вроде как пошел. Он туда. По пути. Да, это куница. Да, в ту сторону ушел. Ну, чуть-чуть левее я сейчас пойду. Но все равно по пути это надо. Да. Первые следы куницы. Вытащил навигатор. Сейчас буду искать прямую дорогу к избе, о котором я говорил. Тут зачес у охотников, вон. Вон зачес, вроде не такой старый. И туда зачесы идут. Не могу определиться, сейчас надо глянуть вообще, где изба. Сейчас. Так. Так. Ну, сейчас пока загружается все это дело. Или туда надо идти, или сюда. Просто непонятно. Нахожусь. Ну, прошел я всю эту вырубку вдоль этого болота. Параллельно этому болоту. И, короче, ни одного взлета, ничего. Только вот следы куницы я видел. И, короче, он развернулся и куда-то на север ушел. Так, ничего он не загружается. Не может поймать спутник. Бездельник рядом. Ну, чуть-чуть, видать, потеплело. Он, смотрите, как
Сыпется снег с деревьев, пока не загружается. Ладно, сейчас подожду. Короче, все ясно стало. Вот километр 260 метров. Вот сейчас, смотри, вон как в ту сторону показывает. Значит, по этим зачесам надо идти. Хорошо, что я туда не пошел. Я думал, вообще туда надо идти. А слева, указывается, уже изба. Все. Сейчас будем по этому зачесу прямее будем тропинку искать. Уйди. Изба мне это очень знакомо. Частенько там бывал. И на среднем просеке он. Где-то тут, думаю, квартальная просека проходит. И через километр уже средняя. Вот на средней просеке и изба находится. Ну, зачесы есть. И идти легко тут. Нормально. Мне тропинка левее ушла. Все-таки я пойду по навигатору прямо. Не буду зигзагами бродить. Уже верняк. Меньше устану и быстрее дойдем. Вообще налево ушло. Капитально ушло налево. От кварталки у меня вон куропатка. Две штуки их. Пошли мои собаки. От кварталки я зачесы тоже такие хитрые зачесы делал. С одной стороны только на буране ездил зимой. Ну, доезжал до этой избы, как-то даже снимал видео. Так. Ага. Чуть-чуть потеплело. Явно. Ну вот следы куропаток. Вот они топтались тут. Белые они уже, все. Готовы к зиме. Ни одной заячьих следов, вообще ни одной. Вон там лает. Вот так. Километр 10 метров осталось. Ну, значит, где-то тут кварталка должна проходить. Остается 221 метр. 220. Уже не так далеко. Кому интересно, бывает спрашивают, какой у меня навигатор. Вон. Etrix 20 с джойстиком. Обязательно, ребята, рекомендую, как владелец этого навигатора. Никогда не подводил еще. В лютые морозы и в разные погодных условиях я ходил, дождь и мороз. С джойстиком намного удобнее. В перчатках, вон, смотрите, управлять. Скажем, ты нажимаешь, все в перчатках можно, все. Вон, смотрите как. Все в перчатках можно. Ну, поярче можно сделать. Вот. Ну, а сенсорным
сенсор в таежных условиях, вот скажем, такую погоду уже, когда пурга, метель, там снег с деревьев идет. Вы просто, я не знаю, как по-русски, заебете, что ли, управлять пальцами. Пальцы мерзнут, сырые. Ну, блин, одни минусы в этом сенсоре. Будут, конечно, споры, но я буду настаивать, чтобы, ну, как настаивать, на своем слове буду держаться. И всем буду рекомендовать вот такой с джойстиком навигатор. Atrix 20 самый простой. Atrix 10 там получается уже сетку, карту не поставишь. А вот Atrix 20 уже карту можно поставить сюда. А Atrix 30 уже там он сенсорный. Ну, это уже мне лично не нравится. Никому не рекомендую. Рекомендую Atrix 20. Самый классный навигатор. Это не реклама, это просто как охотник говорю. И показываю, чем я пользуюсь. Мне за это никто не платит, что я какой-то совет даю. На свои деньги я это прикупил. Несколько лет уже пользуюсь. 121 метр, 120, да. Ну вот, да, действительно уже вижу поленницы. Вот тут уже дрова. Там, наверное, где-то уже изба должна быть. Вон. Раньше, вы знаете, вот столько там. Несколько штук их было. Ну, потом наши нишерские потихоньку сжигали там эти дрова, кто сюда с ночевкой приходил. Готовые дрова легче сжигать. Да. Не надо говорить. И сухих таких сухостоев. Вот один сухостой, вот тоненький. Вот еще второй. Вот такое в одиночку. Вот когда, ну, в прошлый раз, когда я здесь ночевал, вот я пришел вообще убитый. Был уже усталый. Пришлось еще мне дрова заготовить, вообще жесть. Ну, я снимал это видео как-то, показывал. Так, ну что тут? Несколько лет я уже тут не был. Посмотрю, что поменялось тут. Хозяйство у них. Там тоже поленница вроде как была. На охоте мы случайно наткнулись на эту избу. И до сих пор я эту избу уважаю. Вообще нравится. Ножки все гниют. Рано или поздно уже свалится. Айда, уйди оттуда. Вон как искривилось уже все.